Всем мира, друзья! Сегодня поговорим о положении мусульман Волго-Уральского региона в период правления Николая I в XIX веке. Алга. Хотя во второй четверти XIX века в результате новых территориальных приобретений, таких как царство Польское, Молдавия, Закавказье и других, удельный вес татар в составе населения России снизился. В 1833 году их насчитывалось 1 327 000 человек, из них в Волго-Уральском регионе 1 019 000 человек из 60 миллионов жителей империи. Они оставались предметом пристального внимания со стороны властей, прежде всего из-за своей принадлежности к исламу. При своем единственном посещении Казани в августе 1836 года Николай I не пожелал встретиться с представителями местного татарского населения, как это сделала в 1767 году Екатерина II. У Николая I были другие приоритеты. Во время осмотра достопримечательностей Казани особое внимание он уделил посещению склепа над храмом памятника русским воинам, погибшим при взятии города в 1552 году. Безусловно, свою негативную лепту в отношении властей к мусульманам в целом и к татарам в частности внесли события на Кавказе, где с 1817 по 1864 продолжалась война с горскими народами. В полном собрании законов Российской империи с 1825 по 1855 годы сложилось около 190 документов, касающихся ислама. Большая часть непосредственным образом затрагивала интересы татарского населения Волго-Уральского региона. Основой российского законодательства по вопросам веры являлось признание равенства и господства православия. Государство также признавало принцип свободы вероисповедания для христиан, иностранных исповеданий, евреев, мусульман и язычников. Однако это не означало равенство их вероучений, распространенных в империи, среди которых законодательно выделялись более терпимые и менее терпимые. В сложившейся в России религиозной иерархии мусульманам вместе с иудеями и язычниками была отведена третья, низшая ступень вслед за господствующим православием и стоявшими ступенью ниже других христианскими церквями. И поскольку ислам в Волго-Уральском регионе исторически соперничал именно с официальной государственной религией, это предопределило наличие целого ряда правовых ограничений для его развития. Главным показателем первенства православной церкви было предоставление монопольного права на осуществление миссионерской деятельности. Лишь она могла убеждать последователей иных христианских исповеданий и иноверцев к принятию ее учения о вере. С конца 1820-х годов правительство стало вновь рассматривать миссионерство как важную государственную функцию и стремилось всячески содействовать данному процессу. В 1829 году статут ордена Святой Анны был дополнен положением, дававшим право претендовать на эту награду тем духовным лицам, которые обратили в православную веру из нехристианских религий не менее 100 человек. Запрет на пропаганду ислама был установлен соборным уложением 1649 года и просуществовал до 1917. До середины XVIII века в совращении в кавычках в ислам представитель любого христианского исповедания каралась смертной казнью. В XIX веке принципиальная позиция властей в этом вопросе осталась прежней, изменениям подверглись меры наказания. Уголовное уложение 1845 года, один из важнейших правовых документов Николаевской эпохи, за совращение в кавычках христиан в ислам предусматривало для виновных лишение их всех прав, состояние и ссылки на каторжные работы на срок от 8 до 10 лет. В случае применения насилия срок каторги увеличивался до 12-15 лет. Наряду с запретом пропаганды ислама государство препятствовало распространению его влияния на бытовом уровне. При этом основной акцент делался на ограничении контактов православных с мусульманами. В 1829 году был подтвержден запрет, установленный в середине XVIII века на строительство мечети в селениях, где татары проживали вместе с русскими и новокрещенными. В том же году последовало распоряжение назначить к офицерам-мусульманам денщиков исключительно из числа их единоверцев. В 1837 году офицерам магометанского закона запретили служить в учебных карабинерских полках, видимо для того, чтобы они не могли влиять на молодых солдат.
указ от 30 апреля 1838 года предписывал властям на местах стараться, чтобы селения христиан и магометан в смешанных по этническому составу властях составляли отдельные общества. В 1839 году было приказано переводить солдат, принявших православную веру, из частей с преобладанием мусульман в другие подразделения. Воздвигнув правовые барьеры на пути распространения ислама как вероучения, государство одновременно законодательно стимулировало переход татар в православие, для чего была задействована обширная и хорошо проработанная система. В царствовании Николая I был принят целый ряд актов, предоставлявших новокрещенным различные льготы. В большинстве своем они повторяли нормы, известные с XVIII века. По указу от 17 июня 1826 года крестившиеся иноверцы имели право приписываться к выбранному ими христианскому обществу и получали трехлетнюю льготу от уплаты всех податей. В армии основной формой поощрения являлись денежные выплаты. По указу от 1836 года кантонистам из мусульман и язычников в награду за принятие православной веры предписывалось выдавать по 25 рублей ассигнациями. С 1851 армейским нижним чинам, перешедшим в христианство, полагалось вознаграждение в размере 7 рублей 15 копеек. Большое значение для реалий второй четверти XIX века имело освобождение новокрещенных и членов их семей от рекрутской повинности и платежей рекрутских денег по общественной раскладке, закрепленной в Рекрутском уставе 1831 года. Согласно уложению о наказаниях 1845 года, в награду за принятие христианства в процессе следствия или суда иноверец мог рассчитывать не только на минимальное наказание, полагающееся по закону за конкретное преступление, но и на отнесение своего деяния к разделу менее тяжких преступлений, где применялась совершенно иная шкала наказаний. Более того, решением Государственного совета от 6 апреля 1849 года Сенату и другим судебным органам вменялось в обязанность ходатайствовать о смягчении наказания преступникам, пожелавшим креститься. С течением времени отдельные формы стимулирования уступали место другим, более отвечавшим менявшимся реалиям жизни. К примеру, в 1837 прекратилась раздача крестившимся мусульманам денежного и одежного жалования, активно использовавшиеся православными миссионерами в XVIII веке. Несмотря на предпринимаемые правительством усилия, успехи миссионерства в 30-40-х годах XIX века были незначительными. Самое большое, чего добились миссионеры и местные священники, это формальное и временное возвращение инородцев, вероотступников в христианство. Указ 1830 года о неотступлении от общих правил при погребении магометан буквально впрямую нарушал обычаи ислама. В соответствии с ним на российских мусульман было распространено действие закона 1704 года, запрещавшего хоронить умерших ранее истечения 3 дней. Издание указа 1830 года вызвало повсеместное возмущение среди мусульман. В 1833 году 677 духовных лиц из Оренбургской губернии подписали прошение на имя императора, в котором просили отказаться от этой нормы. Однако в данном прошении им было отказано. Ислам и его последователи находились в ущемленном положении не только по сравнению с господствовавшей православной церковью, но и по сравнению с другими христианскими конфессиями. Материалы законодательства свидетельствуют о том, что при разрешении так называемых спорных ситуаций государство практически всегда было на стороне православного в конфликте с католиком или лютеранином, и на стороне последних в конфликте с мусульманами или иудеями. Неравенство так называемых терпимых конфессий отчетливо проявлялось в сфере семейно-брачных отношений. В первой половине XIX века получили право на существование брачные союзы мусульман с последователями отдельных христианских вероисповеданий. Так, наиболее раннее упоминание о браках мусульман с лютеранами относится к 1817 году. Правовое обоснование они получили вскоре после восшествия на престол Николая I в указе от 17 июня 1926 года, а затем в уставе Евангелической лютеранской церкви 1932 года.
На совершение подобных брачных союзов полагалось предварительно испрашивать высочайшее соизволение. В этих браках последователи ислама заведомо выступали в качестве младшего партнера, фактически не имевшего права голоса. По действовавшим законам обряд бракосочетания совершался лютеранским пастором, при этом муж-мусульманин должен был дать подписку о воспитании детей в лютеранской вере, а также обязательство не препятствовать жене или детям исповедовать их веру и не приводить их в ислам. При нарушении какого-либо из обязательств брак подлежал расторжению, а сам он приговаривался по суду к лишению всех прав состояния и ссылке в Сибирь. Такой же порядок действовал в отношении браков, в которых одна из жен мусульманина приняла христианство. Примечательна позиция власти в отношении отдельных случаев, когда одна из жен мусульманина принимала христианство. Закон 1936 года допускал сохранение подобных семейных союзов без венчания по правилам православной церкви. Однако муж должен был выполнять следующие условия. Первое. Дать обязательство о крещении детей в христианскую веру. Второе. Обещать не приводить жену в ислам и не мешать оправлению ее веры. И третье. Обязаться развестись с прочими женами и жить в единобрачии. В противном случае брак расторгался и жене разрешалось выйти замуж за христианина. Принадлежность к конфессии третьего сорта оборачивалась для татар рядом других дискриминационных моментов, получивших в правлении Николая I законодательное оформление. В частности, при нем были установлены цензы и другие ограничения для занятия выборных должностей в органах управления. В 1835 году было принято решение о том, что в тех властях, где проживали вместе язычники и христиане, нельзя больше, как это было прежде, выбирать язычников в качестве волостного или деревенского головы и в качестве писаря также. Указом от 30 апреля 1938 года это постановление было распространено также на христиано-мусульманские деревни и волости. Мусульмане могли быть избраны лишь в помощники волостных начальников, старост и так далее. Конфессиональная принадлежность отрицательно сказывалась на положении татарского купечества. С целью поощрения предпринимательства в 1832 году в России был учрежден Институт почетных граждан. Татары могли получить это звание, а также передать его по наследству, однако законодательно были лишены некоторых преимуществ, предоставленных православным предпринимателям. В частности, они не могли, подобно русским купцам, получившим награды, ордена и чины, а также были лишены права после 12 лет нахождения в первой гильдии просить об определении их детей на гражданскую службу. Своеобразным индикатором положения татар в России являлось положение мусульманского духовенства. Царствование Николая I было отмечено появлением большого числа нормативных актов, регламентировавших его права и обязанности. Негативным образом на положение мул сказывался их низкий социальный статус. В Среднем Поволжье с первой четверти XVIII века они юридически относились к категории государственных крестьян и при проведении переписей неизменно учитывались в числе податного населения. В этом заключалось их отличие от духовных лиц христианских исповеданий, а также мусульманского духовенства Крыма, составлявших особое духовное сословие и обладавших определенными привилегиями. При всем вышеперечисленном правительство лояльно относилось к таким значительным сторонам мусульманского образа жизни, как право на многоженство, совершение хаджа, принятие присяги по догмам своей веры. На исламские институты были распространены некоторые льготы христианских учреждений. Если религиозные обряды совершались непосредственно в домах мусульманских священнослужителей, то они, как правило, освобождались от квартирной повинности. От нее же по указу 1850 года были освобождены мусульманские медресе и мектебы, но в качестве не более одного на населенный пункт. Значительным событием царствования Николая I стало введение в 1828 году в употребление метрических книг в регионах, подведомственных Оренбургскому Магометанскому духовному собранию. С этого времени власть могла получать точные сведения о мусульманском населении, поскольку функции его учета были возложены непосредственно на приходских имамов. Их обязали вести особые книги, в которых фиксировались факты рождения, смерти, браки и развода в мусульманских селениях.
из-за незнания большинством имамов русского языка было разрешено вести метрические книги на татарском языке. При Николае I в 1826 году и в 1836 году были приняты указы, санкционировавшие применение норм шариата при решении дел о разделе имущества между наследниками мусульман. В 1830 в компетенцию мусульманской духовной власти были переданы дела о неповиновении детей родителям. В Николаевскую эпоху мусульмане Волго-Уральского региона получили доступ в высшие и средние учебные заведения, что было продиктовано острой потребностью в кадрах, способных проводить государственную политику в южных и восточных окраинах империи. В круг учебных заведений, где они обучались, входили Неплюевское военное училище в Оренбурге и отделение восточных языков Казанской гимназии, куда с 1836 года разрешалось принимать иноверцев. Мусульмане-уроженцы Оренбургского края могли продолжить обучение на медицинском факультете Казанского университета, но им был закрыт доступ к остальным специальностям. В последние десятилетия царствования Николая I он предпринял ряд публичных шагов, призванных продемонстрировать мусульманскому сообществу России уважительное отношение государства к религиозным чувствам мусульман. В 1844-46 годах вышла серия указов о замене на орденах, жалуемых мусульманам, изображения креста на изображение императорского орла. В 1849 году мусульмане, содержавшиеся в арестантских ротах, стали освобождаться от работ по пятницам для совершения молитвы. Таким образом, политика Николая I в отношении татар в Волго-Уральском регионе имела весьма неоднозначный и противоречивый характер. Соседство в законодательстве этого времени указов толерантного содержания с положениями, дискриминирующими права татар как мусульман, свидетельствовало о противоборстве двух тенденций внутри русской правящей элиты: стремление к форсированной административной, социальной и культурной интеграции татар и других национальных меньшинств в значительной степени сдерживалось опасениями по поводу возникновения внутренних и внешних угроз, которые могли привести к потрясению основ. Таково было вкратце положение татар при царе Николае I. Напишите, что вы думаете об этом периоде российской истории и мусульманах в комментариях. Делитесь видео, не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на наш канал. А с вами были Татары сквозь время и Ринат Хабибуллин. Ассаламу алейкум, сау болыңыз и до новых встреч. Пока.